Кыргызстан празднует 31-й день рождения в качестве суверенной, свободной и демократической страны. В честь этого знаменательного дня в ущелье Чунгурчак организовано два больших мероприятия – День независимости и 200-летие Канай-Уулу Байтик-Баатыра. Празднование началось с поднятия государственного флага на флагшток с высотой 31 метр. Красное знамя было символом единства и согласия как в древние времена, так и в сегодняшние дни. Кыргызы всегда высоко поднимали свой флаг, когда добивались успеха и победы. Это укрепляет чувство любви к родине и гражданственность, отметил президент Садыр Джапаров. По его словам, ежегодное торжественное проведение Дня независимости в каждой области станет традицией. Подобный шаг повысит сплоченность и укрепит народное единство во всех регионах страны. Единый народ Кыргызстана, мы все вместе растим детей, вместе отмечаем праздники и вместе встречаем трудности. Когда беда приходит кому-то в дом, то нет более дружного и заботливого народа, чем мы. Мы всегда спешим на помощь друг к другу. На каждой улице, в каждой общине, на селе и в городе все кыргызстанцы живут сегодня в мире и согласии. Каждый из нас должен не только беречь это спокойствие, но и активно укреплять взаимопонимание, дружбу и благоденствие на нашей земле. Сегодня мы отмечаем наш общий, самый главный праздник 31 августа. Это не только день нашей независимости, но и праздник дружбы и единства многонационального народа Кыргызстана. Официальное открытие торжества состоялось на главной сцене Чунгурчака. Это была театрализованная постановка о кыргызских исторических личностях, которые внесли огромный вклад в становление нашей государственности. В своей поздравительной речи к народу Кыргызстана президент Садыр Джапаров подчеркнул важность героизма наших предков, которые проливали кровь и сражались за независимость народа. Biz ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын азык. Дорогие гости из 7 областей Кыргызстана, уважаемые старейшины Чуйской долины, мы всегда чтим наших предков, которые проливали кровь и сражались за независимость народа. Читаем Коран в память о них и считаем священным долгом передать их служение Отечеству будущим поколениям. В нашей 3000-летней истории было много героев, которые стояли во главе народа. В их числе и Байтик-Баатыр. Не зря в нашем народе ходит поговорка «Героев тысячи, вождь один». Тысячи лет лучшие представители народа, как Байтик, сохраняли единство кыргызов, берегли благословенную землю, не отдавая ее врагам. И в этот великий день я воздаю должное мужеству нашего народа, героям и мудрым вождям, боровшимся за свободу. Мы отмечаем юбилей Байтик-Баатыра в особом месте, Чуйской долине, объединяющей граждан всей страны. За последние 200 лет Чуйская долина значительно изменилась, а столица Бишкек стала центром согласия и единства. Мы гордимся тем, что Байтик своевременно посеял семена согласия и единства, и мы продолжаем его деяния. Как глава государства, я глубоко верю, что если в этой долине, в нашей стране воцарится гармония, то единство 7 областей возрастет. Путь к независимости кыргызского народа был долгой и тяжелой борьбой. Через столетия взлетов и падений народ исполнил мечты предков. И сегодня в международном сообществе Кыргызстан знают суверенной и демократической стороной. Главной целью кыргызского народа было создание суверенного государства. И вот благодаря силам наших предков мы празднуем 31-ю годовщину независимости нашей страны. Мы просто обязаны чтить память о наших героях и понимать значимость этого дня. Должны приложить все усилия для процветания государства. Лично для меня у нашего народа есть два великих праздника. Это День независимости и День государственного языка. Үшін екі ұлы майрам бар Кыргыз елінің. Бірі ушу мамлекетимдин туулган күнү, экинчиси мамлекеттик тилимдин кабыл алынган күнү. В то время как некоторые народы не имеют собственных территорий и страны, Кыргызстан продолжает укреплять свои позиции на международной арене. Наш народ веками шел к независимости и созданию своего государства. Значимость этой свободы нынешнее поколение должно свято хранить и передать потомкам, говорят политические деятели.
Есть даже нация, которая имеет 60 миллионов, но нету своей государства, нету своего гимна, нету своего флага. А у нас, имея 6 миллионов населения, но есть свое государство, которое мы должны беречь, как око нашего глаза, и мы должны это помнить, и чтить и наших предков, которые смогли сохранить нашу государственность, смогли такое вот место, как в раю, оставить следующему поколению. И мы обязаны просто сохранить и передать следующему поколению. Ровно 31 год назад этот день стал национальным праздником для кыргызстанцев. Значимость обретения независимости хорошо понимает старшее поколение. По их словам, суверенитет дал народу не только самоопределение, свободу выбора, но и многовекторное развитие всем сферам жизнедеятельности страны. Абдан чоң сезимдер болгон, кубанганбыз. Биздин кыргыз элибиз эгемендүү болуп, эч кимге көз карандысыз болуп. День, когда было объявлено о принятии Декларации независимости нашей страны, я помню, как сейчас. Услышав эту весть, народ Кыргызстана сильно обрадовался. Мы испытали самые лучшие эмоции, потому что наша страна была признана независимой. Мы желаем нашей стране стабильности и процветания. Спасибо нашим предкам за суверенитет и за нашу государственность. Мы должны дорожить нашей страной. Я думаю, что мы сейчас находимся на пути процветания, и чтобы добиться успеха, нам необходимо продолжать двигаться только вперед. Тысячи лет лучшие представители народа, как Байтик Баатыр, сохраняли единство кыргызов, берегли благословенную землю, не отдавая ее врагам. Байтик Баатыр являлся видным политическим деятелем во многовековой истории кыргызов, отметил Садыр Жапаров, выступая перед гостями праздника. Байтик Канай Уулу был дальновидным истинным лидером, рассказывает народная артистка Гульшаир Садыбакасова. Он придавал большое значение развитию земледелия. Большим его достижением стало создание поливной системы от водораздела Аларчи с востока до Бишкека, с запада до Нижнего Карако. Эгемендүүлүк майрамы бул бизден баа жеткис эң кымбат нерседен да артык турган майрамдарыбыздын бири деп эсептесек болот. Себеби Независимость – это достояние народа. Наши предки отдавали за сохранение суверенитета своей жизни. Сегодня для нас двойной праздник. Проходит 200-летие Байтик Баатыра. Он также боролся за наше прекрасное будущее и был примерным сыном кыргызского народа. Во главе угла он ставил национальные ценности. Байтик Баатыр добился сплоченности народа. На национальный праздник в ущелье Чунгурчак прибыли жители со всех регионов страны. Для гостей была подготовлена насыщенная программа, направленная на популяризацию обычаев и традиций кыргызского народа. Отметим, что торжество, посвященное Дню независимости, сопровождалось также спортивными состязаниями по 9 видам национального спорта. На празднование главного дня страны в ущелье прибыло около 10 тысяч человек. Для того, чтобы встретить гостей в хороших условиях, здесь были организованы места приема пищи, места отдыха, медицинский пункт, а также отремонтирована дорога, ведущая в ущелье. Мероприятие по случаю празднования Дня независимости страны впервые отмечается в ущелье Чунгурчак. Вместе с этим традиционные торжества прошли во всех регионах страны. Празднование завершит концерт с участием звезд эстрады на центральной площади Алато. Ахмир Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.